Щит Союза прочен и надежен. На протяжении недели на военном полигоне Ашулук в Астраханской области военные двух стран вместе отрабатывали приемы и методы защиты, сообща отражали агрессию условного противника и с поставленной задачей справились на отлично. Я отмечаю, что все без исключения подразделения и личный состав от солдата до генерала очень добросовестно отнеслись к выполнению своих обязанностей и, безусловно, заслуживают благодарности за столь эффективные действия. Были оборудованы учебные минные поля, проволочные заграждения, противотанковые рвы, а также ряд других инженерных сооружений, призванных проверить знания и умения российских и белорусских военнослужащих, преодолевать созданные противником заграждения и естественные природные препятствия. С каждым годом мы усложняем задачи перед нашими войсками. Я хочу сказать, что вот сегодняшние практические стрельбы, собственно, показали уровень подготовки наших вооруженных сил. В учениях приняли участие 12 тысяч военнослужащих. Наблюдали за ходом подготовки министры обороны России и Белоруссии. По условному противнику огонь вели новейшие системы ПВО С-400. Одновременно с ними по наземным целям работали фронтовые бомбардировщики Ту-22 и Су-34. Очень много новой сложной авиационной техники, экипажи в таком объеме впервые выполняли свои боевые задачи. Они успешно с ними справились. В этом году впервые за постсоветский период в совместных учениях Беларуси и России была задействована аэромобильная рота вооруженных сил Украины составом около 100 человек. Учения «Щит-2011» продемонстрировали силу и мощь военного комплекса союзного государства. Мирное небо и спокойствие граждан – главные задачи этих военных, а совместные учения носят сугубо оборонительный характер.